Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров отправился в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз в Белебеевский район на молочный комбинат. На Белебеевском молочном комбинате работает 750 человек. Выпускается 23 вида сыров. В ближайших планах старт нового совместного с французами завода мягких сыров мощностью до 9000 тонн. Мы сегодня находимся на одном из самых крупных сыродельных заводов России. Наш комбинат входит в тройку лучших предприятий Российской Федерации. Заводу с 1932 года, на этой площадке он 1964 года. Сегодня такое мероприятие, практически мы будем строить новый завод. Это будет завод в заводе. Он будет работать. Да, площадка готова, там будет порядка 160 человек. То есть это будет завод в заводе по новым технологиям для покупателей Российской Федерации. Пойдем. Я начал с простого мастера, и вот уже в сентябре получил 40 лет. Каждый кирпич, каждую трубку, каждый проводок, все. Сам Одессит, приехал с Одессы. Молоко собираете со скольки? Молоко работаем в 14 районах Башкирии, работаем в 4 районах Оренбургской области и в 4 районах Татарии. Если не хватает, еще будем работать. Здесь работают наши специалисты совместно с французскими специалистами. Аппаратный наш может, сейчас мы делаем там реконструкцию, мы сможем перерабатывать 1250 тонн молока в сутки. Я сейчас покажу. Мы ставим современное оборудование, которое позволяет очистить молоко до идеального класса и выпускать суперсыры. Значит, это очень ответственный участок, здесь закладывается качество сыра. Здесь есть возможность очистить молоко от всех бактерий. Молоко здесь нормализуется, специальные установки стандомат. Молоко попадает в танки наши, то есть емкости для хранения, созревает и переходит в сыродельный цех. У нас в цехах очень мало людей, поэтому на каждом цехе увидите одного-два человека. Я за свою жизнь сумел это все автоматизировать, потому что качество сыра закладывается в основу сыра. То есть человек может сделать ошибку, а автомат или работает, или не работает. Это вот как раз бактофуги, которые очищают молоко от слизи, если есть болезни какие-то, от грязи. Далее это установки деораторы, которые все запахи с молока, навозные, силосные, все отбирает до идеального класса. Это вот радиофорки, самый современный метод, что были полы сухие, 30 лет убивал. Вот самый идеальный цех, который может быть. 5 лет собирали. Пойдемте дальше, еще интереснее. Радфрич, а что там? Сыр. Готовят. Молоко. Идет как раз перемешивание сгустка. Сыр так варит? Вот с этого получается сыр, да. Я вам покажу сейчас, как сыр отделяется. Такой же компьютер у меня в кабинете есть, у всех главных специалистов, поэтому мы за всем можем управлять с кабинета, смотреть, все данные архивируются, все передается на компьютер, количество сыра, вес сыра. Это главный сыродел. Да, у нас все молодые девчушки сыры варят. Вот она одна варит 60 тонн в сутки сыра. Ох ты! Вот это называется головка сыра Евроблок, 16 килограмм. Должен выдерживаться или он готов? А он сейчас уйдет еще в солильное отделение, будет в солевом растворе 48 часов лежать. Потом 2 месяца у нас будет в камере созревать. Вот этот сыр вы увидите на полках через 60 дней. В 60 дней мы его лелеем, переворачиваем, гладим. А вот этот воск, да, это восковая оболочка? Нет, это так спрессованная, это чисто натурально. Просто под давлением 6 атмосфер 2 часа спрессовано. Дальше мы его разрезаем, вы сегодня увидите. Ежедневный монотонный труд. Сейчас вы увидите, как сыр формируется.
Мы как раз идем к формовщикам сыра. Вы как настоящий хозяин. Гордитесь производством. Это 40 мое, лет здесь мое работаю. детище. Когда люди с душой чувствуются, насколько... Да, но он 40 лет здесь работает, и, в принципе, каждый кирпич знает здесь, и каждую стену. Вот как раз сбросил головку, видите? Это сырное зерно рыхлое. Просто отделилась сыворотка. Это то, что вы в котле видели. Там оно мешалось с сывороткой, это отдельно. Происходит накладывание крышек и в пресса. Дальше сыр попадает в вот эти пресса. Там он находится 2 часа под давлением 6 атмосфер. Очень важно выдавить сыворотку, иначе в сыре может появиться корень. То есть должно остаться один белок. Это стабильное деление. Здесь сыр всегда находит температура плюс 10 градусов. Температура воздуха, температура рассола 10 градусов. Сыр в бассейнах находится 48 часов. То есть идет посолка вот этого сырного зерна. Потом отправляется на созревание. Специальные контейнеры, чтобы его прыгали, он всплывет весь. Немножко влагу, да, получается? Да, чуть-чуть влагу набирает и соль с собой набирает. Но это все процессы контролируемы. То есть лаборатория отбирает, есть с каждой партии, это 1800 килограмм, одна головка контрольная, которая хранится у нас в течение года. То есть сыр можно продавать в течение года, если где-то что-то всплывет, мы в любом случае найдем по компьютеру, кто делал и какие ошибки сделал. Это японская линия для упаковки сыра. 20 штук в минуту упаковываем. Раньше мешочку делали 36 человек, сейчас простой автомат забирает. Вот, видите? Поддувает воздухом, толкателем. А здесь создается вакуум и запаивается внизу. Сейчас на складах 4000 тонн сыров, готовых к реализации. Здесь 900 тонн, это одна из камер. Температура плюс 5 градусов. Одна из камер, есть еще, Ой, да? у нас очень много. Очень. Объем огромный, да? Огромные объемы. Здесь в этой камере порядка 900 тонн. Да, вот так он созревает, лежит 60 суток. Потом от 45 суток уже можно продажу. Пока он доедет, пока ляжет на полку, 60 дней срок созревания. 2 недели температуры меняются. 2 недели 12-14 градусов, 2 недели 10-12, потом 5 градусов. Его можно усыпить. Медовый добавляется. А здесь добавляется мед, башкирский мед. А сыр можно усыпить, если... Не, можно. Если температуру 0-2 градуса сделать, все процессы в сыре уснут. То есть и хорошие, и плохие бактерии перестанут работать. Что такое автомат сыра? Это борьба хороших с плохими бактериями. Мы умеем их это. Кстати, тяжелый брикет? Тяжелый, да. Но 15 она, килограмм. знаете, ощущение, когда трогаешь этот сыр, трогаешь какое-то что-то живое, настоящее, понимаете? Вот, потому что здесь наше молоко настоящее, хорошее производство. И сыр, ну, его хочется куснуть. Сегодня процентов 80 сыров на полке нужно нарезанных. Это цех нарезки сыра. Но 38 тонн мы здесь можем в сутки сыра готовить. Видите, как нож летает? Вон там дырочка видно. Надо большую скорость, керамический нож, иначе слайс не нарежет сыра. Производительность каждой линии 120 штук в минуту. Вот с этой каждой линии вылетает 120 штук в минуту готового сыра. Нарезанного на 300 грамм.
Это самый чистый цех. Сыворотка, отходы, жидкое перерабатывается в этом цехе на пищевой продукт. Все, что здесь вырабатывается, кушаете каждый день. Это есть печенье, в хлебе, в майонезе, в мороженом, как сухие добавки. Наша сегодня сыворотка одна из лучших в России. 7,5 тысяч в год мы продаем сыворотки на пищевые цели. Цех тоже автомат, полный автомат. Вся фишка этого цеха, вот эта установка, это с молока животных соль убирает. Вот 100 тонн молока животных, тонна соль. Представляете? Мы ее сейчас сбрасываем в канализацию, но хотим организовать сгущение и брикетирование, обратно животным отдать. Такой вариант тоже возможен. Поэтому наша сыворотка сладкая. Если ее просто высушить, она будет, мы воду выпариваем, а соли концентрируется, она будет соленая. Сюда сгущенка подается и выпаривается до конца влага. И потом сыпется в сухой продукт. А это что это такое? Это все сухая сыворотка, готовая к потреблению. Она вот муку в тесто, да? Или... Конечно, конечно. Хорошо берут. Хорошо берут. Хорошо. Все крупные компании только у нас это собирают. Простите, а что там? Там внутри вакуум, входящая температура 200 градусов, выходящая 90. Что там делается? Самое большое здание города Белебей. Что там делается в этом вакууме? Там идет вихревые потоки, а турбина вращается со скоростью 12 тысяч оборотов. Разбрызгивает. Диаметр башни 10 метров. Там сыворотка? А? Там сыворотка или что-то? Да. Вот сыворотка сыпется. Вот. Это отходы после производства сыра получается. Это тоже экономика. Это карта России. Мы находимся с вами здесь. Эта карта была сделана 6-7 лет назад, поэтому мы сейчас освоили уже север, освоили Камчатку, Крым освоили. Но в основном это крупные покупатели: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Краснодар. Это мы заходим в наш сыродельный комплекс. Это такой небольшой выставочный зал. Это как раз новые сыры. Мы сегодня попробуем. Великославич выдержанный. Великославич мускат. Это наши новые. Это наши традиционные российские сыры. Они в России твердые, по европейской классификации как полутвердые. Мы начали большое строительство нового сыродельного комплекса. И за эти годы построили один из лучших предприятий сыродельной отрасли России. То есть в Башкирии в этом смысле есть чем гордиться, потому что мы нашу продукцию знают от Калининграда до Камчатки. Дело в том, что, Ради Фаридович, на самом деле комбинат Белебеевский стал одним из ведущих предприятий Российской Федерации. И вот то решение, очень непростое решение о том, чтобы компания Савенсия вошла на этот комбинат, она была продиктована прежде всего тем пониманием того, что мы на самом деле на самый пик забрались. Ну как, детей своих надо отпускать иногда. А пик он заключался в том, что практически мы максимальную мощность комбината уже использовали. Мы встали на полки. И мы понимали, что дальнейшее развитие мы не обладаем все-таки, как бы там ни было, необходимыми компетенциями. И знакомство с компанией Савенсия, оно нас подтолкнуло к таким очень важным, скажем так, стратегическим решениям. Цель, прежде всего, это то, что это будет лучший завод России. Второе, это будет крупнейший завод России.
Третье, это будут минимум 200 рабочих мест дополнительно в республике. Сейчас у нас 750 человек. Нет, так, 750 человек. 744. Да. Это однозначно будет большая поддержка городу Белебею. Это налоговая составляющая, как значит, по НДФЛ городу Белебею. Это в республику. Сегодня в республику ежегодно, только в республику налогов уже в течение 5 лет перечисляется порядка 400-500 миллионов рублей. Это каждый год, последние 4-5 лет. Ради Фарис, молока сегодня комбинат перерабатывает 170 тысяч тонн. Но с введением нового производства нам необходимо будет, для мягких сыров необходимо чуть меньше на 1 тонну сыра производства. Вот сегодня на твердые, полутвердые сыры мы тратим в районе 11-11,5 литров на 1 килограмм. А на мягкие сыры это 7-8 килограмм. Но там есть специфика, что мягкий сыр и особенности компании Савенси можно делать только из молока высшего сорта. Это условие такое обязательное, ну и мы, откровенно говоря, видим, что мы сможем добиться. Сегодня в республике очень серьезно работает это направление развития именно качественного молока. Это во многих, вот Соколов, допустим, в Чекмагуше, это вот ближние наши, это в Аургазы урожай. Значит, это Столитамаки, Коваленки, вся семья Коваленки. Это вот наша ферма в Тоймазах у нас находится, мы тоже 1200 голов там скота. Уже сегодня сдается европейского качества молоко. И мы убеждены, что это получится. Молоко будет. Зашли на территорию завода. Dès qu'on a сразу видно franchi le seuil de культура труда. l'entreprise, on voit Culture de toute façon, et ça heurte aux yeux, la culture de la production, la culture de labeur, du travail. Но мы хотим еще лучше. Mais on veut encore, améliorer encore. Да. И линейка. А вот сколько примерно в вашем представлении линейка сыров будет вот после того, как запустим производство? Après le lancement de l'atelier industriel, c'est quoi la ligne, la gamme de production? Combien de types de fromages y auront-ils là-bas? C'est combien? C'était la question. Le nombre de fromages, Le nombre de fromages, oui, la gamme. vingtaine différents au moins. 20 как минимум. Ну, Ça va être progressif. Hein. То есть она будет постепенно увеличиваться со On временем. a un programme de lancement et d'innovation de У нас есть plusieurs années. программа по выпуску производства и по инновациям на многие годы. Et la Russie, nous serons capables de produire en Russie toute la gamme des fromages И по français. этой программе мы имеем возможность производить все сыры, которые у нас есть в гамме вообще французской компании Savensi. Et nous en lancerons au moins 3 ou 4 par an. И 3-4 года мы будем дополнительно каждому году прибавлять, запускать. Très bien. Куда ведете нас? Мы открываем сегодня, закладываем первый камень для нового завода по производству мягких сыров. Праздник? Праздник. Для комбината это очень большой праздник. Это вот так будет выглядеть. Это вот вид нового завода. На первом этапе будет 3000 тонн, на втором этапе 6000 тонн. Здесь будут работать в итоге 160-200 человек, будут перерабатывать 200 тонн молока. Очень хороший проект. Здесь мы освободили все место. Здесь будет огромная стройка 15 сентября начала. Дорогие друзья, мы приступаем к церемонии закладки первого камня нового завода по производству мягких сыров. Прошу вынести инструменты нашим гостям. Дорогие друзья, историческая фотография под ваши аплодисменты.
друзья, закладка первого камня строительства нового завода завершена. Радостное событие? Очень, да, очень. Это не просто инвестиционный проект, это к нам в республику инвестирует один из самых, наверное, ну, если можно сказать, крутых производителей сыра в мировом масштабе, французская компания Савенси. И то, что мы же с ними разговаривали не раз, и они буквально дословно сказали, они Россию всю вот так вот вдоль поперек прошли и искали, во-первых, все-таки, где есть локализация начальная, и искали качественное молоко. Вот это главное. Поэтому пусть другие субъекты стараются привлечь их, но молоко-то у нас, поэтому вот они у нас и осели. Это серьезное производство, большое, это новая культура вообще сыроделания вообще-то. Поэтому для Белебея это большое событие, в целом для аграрного хозяйства нашей республики, потому что вслед за этим мы же не будем тоже сеять, мы будем подглядывать, смотреть, у них учиться, поэтому это большое событие. Люди радуются. Да, и люди радуются, это и новое предприятие, налоги. Добрый час. Добрый час.